Здравствуйте, уважаемые друзья и гости моего канала. Сегодня опять я на кухне и опять посматриваю, так сказать, за своей женой. Она готовит сегодня. Решила приготовить картошечку в духовке, там еще филе, сыр, ну, как обычно там. Там по-умному как-то называется, мясо по-французски, что ли, но мы будем по коми кушать, потому что живу в коми. Пока я это поснимаю, как она то все это сделает, а у меня тоже работа, вон в миске рябчики у меня вот здесь. И это мне потом, как в духовку как положим, картошечку, мне надо это вот 3 штуки рябчика общипать и опалить. Это самое, газовой горелкой. Печка-то уже вечером не топится. И завтра, думаю, будем варить суп из этих рябчиков. Потому что почему-то мы любим вот этот бульон, вот этот из дичи. Мясо белое, именно в супе. Ладно, короче, поехали мы сначала сегодняшний ужин приготовим. Готовит хозяйка у меня, зовут Маша. И поехали. Вот этот противень. На этот противень уже ранее приготовила она лук и раскладывает этот лук. Предварительно противень смазан растительным маслом. Так, коротенько покажем. И вот такое мясо, филе, это у курицы филе. И на такие кусочки она будет разрезать это мясо. Вот на такие примерно. Вот такие кусочки у нас получаются. Чисто из филе, нежирное мясо. Хозяйка работает. И я смотрю. Но я люблю, когда Маша готовит. Просто прихожу на кухню и смотрю. Это часто снимаю, а так, когда не каждый раз же снимаю, когда готовит. Просто рядом сижу на коляске и смотрю на нее, как она готовит. Мне очень нравится, как она готовит. А вон барсик, он же мясо чует, он сразу пришел. Вот так. И вот так это мясо раскладываем сверху на лук. Как бы вторым слоем получается это уже. Вот это филе мяса. Филе курицы. Я думаю, сюда и также подходит и свинина, и любое мясо. Просто курица быстрее готовится. И более такое не тяжелое мясо для вечера. Скорее всего, это поэтому это выбираем мясо, да, Маша? Да, да. Ну, естественно, это все посыпаем перцем молотым. Можно, конечно, там еще какие-то приправы, я не знаю потом. Мы обычно только перцем, потому что я не любитель особых приправ. Соли по вкусу. Вот это все на глаз хозяйка делает, я не знаю даже как. Ой, от перца мне. И сверху вот этого мяса уже третьим слоем, получается, раскладываем картошечку. Картошка такая и не кубиками, и не соломкой.
Довольно-таки слой нормальный получился, приличный картошки. Это еще очень простое блюдо. У всех, наверное, дома есть картошка, у всех доступно куриное филе, мясо там, лук. Обычная, недорогая по нынешним меркам еда. Не шикарная, как говорится. Но сытная и вкусная. Вот так выглядит. Сейчас еще что-то сюда будет. Солить картошку. Сверху картошку тоже солим, да? Это уже у нас какой слой? 4-й слой идет майонез, ребята. Сметанный. Сметанный из-за того, что он более густой, наверное, поэтому. И вот слегка размазывает ложечкой этот майонез. Он даст сочность этому блюду. Будет сочное еще. Ну и тоже вкус придаст такой мясу с картошкой. Добавляем растительного масла. Примерно сколько? Ложки 2, наверное. Ложки 2 в общем, где-то ложки 2 получилось. Примерно. И равномерно распределяем это масло на противне. Дальше натираем сыр. Твердый сыр. На терке прямо вот. Не в миску, а прямо вот на картошку сверху. Это уже... Я уже устал считать, какой это слой, ребята. Но это, наверное, самый последний слой уже сверху. Сыр придаст такую румяную, вкусную корочку этому блюду. Вот. Посыпаем, не жалеем, чтобы все пространство вот этого вот так. Такие стружки сыра. Ну вот, в принципе, уже полуготовность, так сказать. Наш пациент готов к печке, то есть, в духовку. И заранее уже включили духовку, там сколько поставили? 200? Не 200, 180. 180 градусов. Сейчас вот это нагреется. На сколько время будем? По мере приготовления, наверное, будем смотреть там, открывать, посмотрим. Посмотрим, картошечка, мясо приготовилось. Значит, что? И примерно скажу, сколько это время займет. Но я не знаю даже, сколько мы готовим-то. Для честности скажу, что это не первый раз мы готовим. Это часто очень блюдо мы кушаем. Духовка наша нагрелась. 180 градусов. И ставим наше мясо. Так, ребята, прошло полчаса примерно. Ну, не примерно даже, полчаса. Блюдо пока не готово, но уже смотреть приятно и вкус. Ну, аромат такой идет вкусный. Пускай дальше готовится. Ну, картошка-то в духовке, а
Мне надо вот общипывать вот этих красавцев, вот таких кичек, рябчики. Буду общипывать и позже опалю. Ну, как вот уже сам процесс я не буду снимать, потому что я как-то там есть у меня видео, где ну, более подробно там снимал, как я общипывал и опаливал. Все. Рука и щипаешь. Все, больше тут нету секрета. Ладно, все, я пошел чистить. Ну вот еще где-то прошло 50 минут в общей сложности, как мы поставили. О, ух ты, ребята, о, шикарно смотрится. И вкусно. Вкусно, я знаю. 50 минут где-то вот держали. А, ну, надеюсь, еще готово уже. Ну, попробовала жена, да, говорит, нормально. А у меня еще, вон, рябчики-то не почищены, там один рябчик почищен и все. Я, ребята, щипаю рябчика, а смотрите, кто там ждет меня. Он, видите, видите, какой охотник, охотник у меня. Не дай бог, я там отойду чуток. Все, кранты рябчиком. Ждет, сидит. Довольный. Ну все, у меня готово. Пациент на операционном столе. Сейчас проведем процедуру, СПА-процедуру. И все. Тоже все снимать не буду. Вот так. Приборчик такой. Все, ставки. Голову будем отрезать котам. О, жирок есть. Все четко, ребята. Ну вот еще я свои дела закончил. Уже тоже на столе готово. Мои рябчики пойдут завтра на суп. А это блюдо с картошкой с мясом в духовке и сыром пойдет сегодня на ужин у нас. Сейчас будем ужинать. А рябчики мои вон там. Это надо еще ополоснуть. Все это все ощипано. Голову отрезать там и это. Ну, ополаскивать надо еще. Ладно. Вот так. Ох, как шикарно выглядит. И вкуснотища. Вот такой. Картошка с филе мясом. У меня уже вон тоже. Сейчас будем ужинать. Все, дегустируем, ребята. Вот тут у нас помидоры в собственном соку. А сейчас картошку филешкой попробуем. С сыром. Жене 5. Ставлю. Отличное блюдо. Вкусно. Все. Будем ужинать дальше. Это уже снимать не буду. А это уже, ребята, другой день следующий. Вот и суп из рябчика. Вот так. Ну, на этом все. Заканчиваю видео про нашу готовку с Машей. Ну как? Я тоже отношение какое-то имею. Там рябчиков почистил, опалил. Дальше уже жена, конечно. Ладно, всем пока, ребята. Всем удачи.